соперника на себя и ставим руку на эту часть, на плечо. Так легче и технически правильнее совершать бросок, показывает Ибрагим Миржоев. Тонкостям дзюдо он научился благодаря сегодняшнему мастер-классу по дзюдо от именитых спортсменов. А так, за спиной юниора из Барсуки уже 2 года упорных тренировок. Очень часто боролся, я хотел больше научиться. Спустя много лет меня папа отправил наконец на дзюдо, и я тут тренируюсь каждый день. Узнал ли ты сегодня что-то новое? Очень много узнал новых бросков. Научился разным вещам. Мастер-класс сегодня проводят мастера спорта России Ислам Кадзоев и Ибрагим Ахильгов. Дзюдо требует дисциплины и, самое главное, технической точности, поэтому и объясняют ребятам детально. Среди юниоров есть те, которые неоднократно становились призерами республиканских и межрегиональных соревнований, как, например, Магомед Амин Вышегуров. Здесь, в зале дзюдо, он тренируется уже 3 года. Единая Россия проводит в регионах бесплатные занятия в спортивных центрах, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдачу норм ГТО. В Ингушетии действует 18 площадок для организации спортивного марафона. В нем смогут принять участие и люди с ограниченными возможностями здоровья. Партнерами марафона стали Молодая гвардия Единой России, Российская Федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов и Юнармия. Самый главный мотив, самая главная цель – прививать детям любовь к здоровому образу жизни, к спорту. Дзюдо у нас олимпийский вид спорта. В Республике Ингушетия он развит хорошо. Вот этот комплекс был построен в честь победы Хасана Халмурзиева на Олимпийских играх. Носит имя вот этот комплекс легендарного нашего тренера Яхьи Мережкова, который воспитал очень много именитых спортсменов. Нам сегодня надо воспитывать в молодежи позитивный, здоровый образ жизни, чтобы максимально мы их отвлекали от улицы, от всего негатива, который нас сегодня окружает. Наркотики, сигареты, спиртное. Люди, которые систематически приходят в зал и отдают себя, проливают свой пот. Какие-то у них шишки набиваются, но они совершенствуются, укрепляют свой дух, свое тело. Эти люди практически не могут заниматься ничем негативным. Спорт всегда был мощной объединяющей силой для сплочения общества. И марафон «Сила России» отлично послужит единству граждан страны, уверены организаторы. Следующее мероприятие пройдет 20 июля в селении Нестеровское. Мастер-класс уже будет проводиться по шахматам. Адам Мережков, Хамзат Халухоев. Новости 24.